информационная продукция для детей, достигших 6 лет. Сәлеметсізбе, құрметті достар, здравствуйте, дорогие друзья! В эфире телеканала Костанай программа «Я умею». С вами ведущая Анастасия Серикова. И следующие 20 минут пройдут интересно и увлекательно, потому что в гостях у нас хореографический коллектив «Карамельки». Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, рассказывайте. Давайте сначала с вами познакомимся. Как вас зовут? Назовем свои имена, где учитесь. Поехали! Меня зовут Изабелла, я учусь во второй школе. Отлично, хорошо. Меня зовут Даша, я учусь тоже во второй школе. Меня зовут тоже Даша, я учусь во второй школе. То есть вы все со второй школы, да? Да. Вторая школа города Тобыл. Да. Правильно. Нравится в школу ходить? Да. Конечно. Давайте поочередно. Вот что самое классное в школе, ну самое любимое, что самое интересное, вот так даже скажем. Математик. Математика? Да. Почему? Я обожаю ее. Она же такая сложная наука на самом деле. Сложно, но для меня это легко. Для тебя изи, как говорят, да? Хорошо. Для меня математика и история, Почему история? потому что там рассказываются очень интересные события. Слушайте, вы первый в истории, кого я знаю, и кто так сильно любит математику. Может быть, у вас учитель такой просто реально классный? Да. Да? Все, понятно. У нас все предметы хорошие. Все предметы хорошие, я пойду к вам в школу учиться. Хорошо. Я люблю математику, потому что на уроке математики там хорошие примеры дают. Это какие? Ну, это уравнения, например. Я очень люблю решать уравнения. Так. Слушайте, ну, я раскрою вам секрет. Я, например, никогда не любила математику, она мне, кстати, тяжело давалась, поэтому я первый раз слышу, что вы действительно так сильно любили математику. Я уже хочу познакомиться с вашим учителем по математике. Что он такого интересного делает на предметах, да, на уроке. Ну вот. Ну, давайте все-таки начнем с танцев. Вы ведь хореографы будущие, да? Я думаю, что это ваша такая основная, да, деятельность, чем вы любите заниматься. Да. Поэтому в первую очередь я задам вам такой вопрос. Что такое для вас танцы? Что это, Изабелла? Танец – это искусство постановки и сочинения. Это прекраснейшее, что может быть. Лучшее, да, что может быть? Отлично, хорошо. Танцы для меня – это тонкое искусство, которое может дать каждому новые интересы, знакомства. Супер, Танцы хорошо. для меня – это хобби, выступление и много чего нового. Да, ну вот правда ли говорят, что через танец можно передать свои эмоции? Да, Да? конечно. А вот когда ты сильно злишься, что танец какой-то злой становится? Или как? Или просто ты выплескиваешь, или что? Это Он становится более резким. Резким. То есть такие движения резкие, когда ты такой агрессивный, да, злой, Да. обиженный. Ты должен передать эмоции через танец. Мгм. Вот скажите мне, когда танцуешь, вы чувствуете вот взаимодействие со зрителем? Да, каждый Да? раз чувствую. Мгм. А что самое приятное вот в хореографии? Вот такие ваши любимые моменты. Ну вот, например, когда вы выходите на поклоны, вам аплодисменты. Или когда вы учите новый танец. Что именно? Мне нравится, когда вы учите новый танец и вас хвалят. Мне нравится, когда аплодируют и подают аплодисменты, радуются, что вы танцуете. Хорошо. Мне отлично. нравится, когда наполнен зал и много гостей, и ты понимаешь, что ты звезда. Да, слушай, ну классно, да. Танец для меня это лучшее. Да? Это мое хобби. Так, это Из хорошо. самых любимых. Мне еще нравится, когда вы танцуете ангелочки, например. Вы на свадьбе вводите жениха, невесту. Все так нежненько, плавненько. Мгм. Слушайте, но, в общем, танцы же бывают разнообразные, да? Да. Бывают современные. Какие они еще бывают? Классические? Классические. Еще Модерн. какие? Модерн. Еще какие? Танго. Танго. Супер. Брейкданс. Как? Брейкданс. Брейкданс. Хип-хоп.
Хип-хоп, да. Но насколько сильно все вот эти жанры отличаются, на ваш взгляд? Мне кажется, что в резкости и в мелодии. В хип-хопе, например, там бывает резкость. Ну да, хип-хоп как-то вот так они Да. двигаются, так-то. И там такая музыка. Тоже резкая. Да. А вот как вы относитесь к балету? Мне просто очень нравится балет. Они все такие, как вы сказали, нежненькие, такие красивые, так ручки делают. Вот это такая красота, приятно так на балете. Я обожаю балет. А ты вот сама стояла на пуантах? Пока что нет, но планирую. Слушай, а разве не поздно или в любом возрасте можно вставать на пуанты? Я думаю, в любом возрасте можно. Нет ограничения. Так, а ты как считаешь, есть у тебя какие-то любимые направления танцев? Я тоже люблю балет. Мне кажется, что каждый в любом возрасте может заняться. Главное, чтобы были ежедневные тренировки. Так, а у тебя? Я хорошо отношусь к балету, потому что я раньше до танцев занималась балетом, и мне это нравилось, и я уже вставала на пуанты. Тогда вопрос такой вот. Со скольки лет каждый из вас пришла в мир танцев? 4,5. Ого, 5 лет, 5, 8. 8. То есть ты 8 лет только начала заниматься, да? Правда ли говорят, что в любом возрасте можно научиться танцевать? Вот, например, приходит пожилая женщина, и ей очень-очень сильно хочется научиться хореографии. Как вы считаете, может она танцевать или нет? Да. Да, конечно, может, потому что это не ограничение. И можно вставать хоть на пуанты, хоть в танго, хоть в хип-хоп. Неважно, то есть, да? Главное желание. Так, а какими еще навыками должен обладать хореограф? Ну вот говорят, что пластичный должен быть человек, пластика хорошая должна быть, правда ведь? А еще что? Или все? Или больше ничего? Объяснять хорошо. Объяснять. Еще? Есть какие-то У определенные требования? него должен хорошо работать мозг, чтобы придумывать новые движения, и чтобы они не смотрелись, например, в одном танце хорошо, а в другом плохо. Так, ну это если хореограф, педагог. Да. А если просто человек хочет научиться танцевать? Ему нужно доверие к хореографу. Ему нужно, как объяснить? Можно? Да. Ему можно желание учиться, слушать хореографа, понимать, что он говорит, или попросить, чтобы он объяснил подробнее. И всегда делать то, что нужно. Хорошо, отлично. Смотрите, вы доверяете своему педагогу? Конечно. Конечно. Хорошо. Какой у вас самый любимый танец вот из того, что вы поставили? Я вот слышала уже про ангелочков, поняла, что он вам нравится, потому что он какой-то романтичный, да? Да. Так, еще. Мне нравится вывод невесты с лепестками роз. То есть вы еще такие на мероприятиях, да, выводите невесту. А как это вообще? Ну вот вы такие приходите, да, переодеваетесь, готовитесь. И что потом? Как вы выводите невесту? Вы как-то танцуете или просто выходите? Мы аккуратненько, плавными движениями выходим. Создаете такую нежность, да? Да. Атмосферу романтики. Слушайте, ну это классно. А еще какие танцы у вас есть? Морячка. Морячка. Так, твой любимый танец? Да. Глаза сразу зажглись такие. Вжух. Мне нравится танец «Зимушка». Зимушка. Что особенного в этом танце? Снежная атмосфера. Новый год сразу. То есть Новый год – это все-таки ваш любимый праздник, да? Да. Ну, я предлагаю посмотреть ваши награды. Давайте? Давайте. Так, начнем с первого. Это республиканский фестиваль, конкурс детского, юношеского и молодежного творчества «Жаз Талант». Награждается хореографический коллектив «Карамельки», лауреат первой степени, друзья. Лауреат первой степени. Я вас поздравляю. Спасибо. Слушайте, это приятненько получать такие грамоты, да? Конечно. И дипломы. Хорошо, поехали дальше. Следующий у нас диплом из Алматы. Showtime Dance Contest. Так, награждается Ищенко Дарья. Хореографический коллектив «Карамельки», «Морячка». Номинация «Эстрадный танец», 7-10 лет, малая группа. Это именная грамота или все-таки это общая грамота? Это именно. Это имена. Именная. Да. То
есть здесь танец был соло. Нет. Это был групповой танец. А почему тогда наградили одного человека, выделили? Награждаются все участники, просто мы взяли... Все, Да. поняла. Каждому дали такую грамоту. Да. Хорошо, отлично. В Алмате это было, да, у вас? Да. Тоже первое место в ноябре 2018-го. Golden Day, республиканский многожанровый конкурс фестиваля искусств, диплом Гран-при. Хореографический коллектив средней школы, да, номер 2, да, поселок с тобой? Да. В номинации хореография, стилизованный танец, соловушка. Слушайте, ну, красота. Вот еще награда, гран-при. Да, да, вот все. Где эта награда? Давайте ее. Где гран-при? Вот. Красота, друзья. Вот так выглядит гран-при. Хоть в руках подержать. В общем-то, выглядит очень даже смотрибельно и красиво. Да. Да, эффектно так. Сразу Шелка. эмоции на глазах. Да. Приятно вообще гран-при получать? Конечно. Да. Я Вы даже знаете, да, заплакала, что- когда вы знаете, да, получала. что гран-при это круче, чем первое место. Да. Какой танец вы в этот день показывали? Почему вы получили гран-при? Этот был танец «Соловушка». Он у нас занял гран-при, потому что он был более классным, молодежным и красивым. Надо же. Вообще, когда вы приезжаете на такие фестивали, там ведь много различных людей, да, как мы говорим, конкурентов. Да. Какие эмоции вы испытываете, когда приезжаете на фестиваль? Что вы каждого, давайте поочередно, что вы чувствуете? Наверное, самое первое, это бывает волнение перед тем, как хорошо ли ты станцуешь, что ты получишь. Главное, станцевать хорошо, а дальше все само собой пойдет. Угу. Так, тебя, что ты испытываешь? Я испытываю именно радость, волнение и конкурентность. Ага, то есть ты такая смотришь, ага, вы выходите на сцену сейчас. Так. Просто некоторые танцуют очень красиво, и ты думаешь, а может ты займешь ничего. Мгм. Ну, то есть все равно, да, бывает такое ощущение, что вот когда кто-то лучше, да, Да. кажется тебе же только кажется, такая немножко легкая неуверенность, так скажем. Да? Но на самом деле это действительно сложно, когда у вас ведь в хореографическом деле на самом деле много таких вот конкурентов, да, творческих вот коллективов хореографических. Давай, скажи, какие эмоции у тебя? Я, наверное, испытываю больше всего радость. И даже когда, например, ты ничего не заработал и вручают твоему конкуренту, ты за них даже рад, потому что, ну, как бы они тоже танцевали хорошо. А когда вручают тем, которые, ну, плохо так танцевали, ты такой, блин, почему не нам, почему им? Почему не нам, Да. Обидно, когда, да, кто-то танцует хуже, например, да, выполняет что-то, а ему за это дают еще приз, да, призовое Да. место. Вот. А как вы считаете, вот такой вопрос хитрый, жюри всегда справедливое или не всегда все-таки? Не всегда. Всегда. Всегда? А если вам кажется, что предыдущий танцевальный коллектив плохо выступил? Мне кажется, что это посерединке. Некоторые очень уверенно говорят неправду, а некоторые сожалеют, что маленькие же детки, но они же тоже красиво станцевали, а нам кажется, что они не очень. То есть все-таки маленьким больше бонусов, Да, да? Потому что они маленькие. ну и можно. Им можно, да? Ну, согласна с вами. Это как кто слабее, да, и беззащитнее, тем больше помощи. Так и здесь, наверное, да, потому что маленькие детки, они когда выходят, конечно, они все умиляются, ведь они такие хорошенькие, да, и им тяжелее на самом деле выучить. Но ведь с вас действительно требований больше. Да. У вас и осанка, да, что еще у вас? И движение сложнее. Да. Гибкость. Гибкость, да, еще нужна. Я знаю, что вы, по-моему, садитесь еще на шпагат все. Да. Да? Вообще больно садиться на шпагат? Нет. Когда ты тренируешься первый раз, то иногда да. А когда уже недельку, например, то сразу можешь сесть на шпагат даже с разбегу. Мгм. За сколько, например, я могу сесть на шпагат? Если усердно тренироваться, то, например, через 5 дней. Серьезно? То Да. есть усердно это как? Это сколько часов в день я должна уделять времени, чтобы сесть на шпагат? Например, 1 час.
Хотя бы. Хотя бы Да. в день. То есть я могу сама заниматься или обязательно нужен мне какой-то педагог-хореограф? Или я всё-таки Вы сама? можете скачать приложение и по нему заниматься. То есть это сейчас не проблема. Да. Ну, в общем, все понятно с хореографией. То есть это дело вашей жизни, ваше все, так скажем. Давайте поговорим о ваших других увлечениях. Давайте. Чем вы еще занимаетесь дома? Есть ли у вас какие-то еще хобби, кроме хореографии? У меня есть. Есть, да? Баскетбол. Давай. Баскетбол? Да. Слушай, баскетбол это очень круто на самом деле, но тоже сложно. Да, сложно. Вот. А еще я всегда боялась играть в баскетбол, потому что все такие бегут большие, ты такой, тебе нужно этот мяч. Когда ты выше всех, это очень легко. То есть так, ты всех обыгрываешь. А у тебя были когда-нибудь мысли пойти в профессиональный баскетбол? Да. Да? А вот смогла бы ты попрощаться с танцами ради карьеры баскетболистки? Я думаю, нет, танцы мне больше подходят. То есть не бросишь все равно, да? Нет. А если тебе, такие хорошие условия предложат, контракт какой-нибудь там за рубежом, там, не знаю, как ты думаешь, смогла бы все-таки? Или подумала бы все? Я бы подумала. Взвесила бы, да, все? Да. Хорошо, молодец. Мне еще нравится очень сильно читать. А какие книги? Сейчас я читаю Жана Жюль Верн. Я читала, у него очень интересные произведения. Да. Какое произведение тебе нравится? Мне нравится еще, кроме этого, «Битва миров». «Битва миров». Хорошо, молодец. Хорошо, дальше. Я занимаюсь художественным искусством и вышивкой. Ты такая кропотливая работа. Тебе хватает терпения, да? Да. Художественное искусство, то есть ты рисуешь. Что больше всего ты любишь рисовать? Скорее всего, закаты. Почему? Это красиво, всегда занимает за работой. Как передать закат? Там же ведь самое главное – это цвета, насколько Да. мне известно, да? Чем ты рисуешь? Краски? Я рисую красками, Акварельные? Да. Или гуашь? акварельной. А почему не гуашь? Мне удобнее больше акварельной. Гуашь довольно долго засыхает и могут остаться небольшие котики. Они могут помешать картине. А что вообще гуашью рисуют? Почему так редко ее используют? Гуашью тоже хорошо рисовать, но не всегда получается хорошо рисовать. Хорошо. Я еще тоже, можно сказать, маленький художник. Маленький художник тоже. Да. То есть ты такая творческая совсем, со всех сторон, да? И рисовать, еще и спортсменка, да? Еще готовить умею. Ну, слушай, ты меня удивила, молодец. Еще это все совмещать надо успеть. Да, То есть, я продуктивный человек. То есть ты молодец, хорошо. Ну, давайте дальше. Я занимаюсь рисованием, мне это нравится. И, наверное, рисование не сравняется с танцами, потому что танцы – это для меня все. Это вся моя жизнь и будущее. Все-таки танцы у вас, вот они у вас везде. Да. Вы, наверное, такие засыпаете, так, завтра хореография, да, с большим таким удовольствием. Слушайте, я хочу сказать, что вы большие молодцы. Пожелать Спасибо вам, большое. конечно же, побед, чтобы вы привозили только призовые места. Мне очень Гран-при понравился, я вот подержала его в руках, да, теперь тоже хочу Гран-при. Вот. И Приходите к нам. договорились, приду. Вы мне еще обещали, что я на шпагат сяду, поэтому теперь тем более я к вам приду. Вот. Хочу поблагодарить вашего руководителя за то, что он воспитывает таких прекрасных учеников и прививает вам любовь к танцам. Ведь на самом деле, так как вы любите свое дело, немного таких людей. Вот, так что давайте вам удачи. И вам тоже. Спасибо. И я вас благодарю за то, что вы сегодня пришли к нам на эфир. Теперь у меня такая к вам просьба. Давайте вот прям глядя в камеру, вот скажите пожелания нашим там юным телезрителям. Вот можете сказать как раз-таки про хореографию что-нибудь мотивирующее. Хорошо. Давайте поочередно вот так. Желаю вам здоровья, счастья, веселых дней и, что самое главное, всегда радуйтесь жизни. Отлично. Я желаю вам, телезрители, хороших каникул. Это сейчас самое главное. Старайтесь и делайте все, что вы любите. Никогда не сдавайтесь. Я желаю вам хорошего будущего и чтобы вы шли за своей мечтой. Ну а время эфира подошло к концу. С вами была Анастасия Серикова, Сауболмстер.